Я не робел, не стоял по швам перед судьбой. Всегда было ощущение очень большой гордости за него, за его достижения. Меня Бембель пригласил в коллектив разрабатывать проект Брестской крепости. В моей семье вот как раз все грани творчества. Сын мой замечательный. Это и хороший мастер, и творец, и писатель, и критик. Творчество – это вообще игра. Будьте честнее, и тогда, может быть, будущее вас спасет. Я не знал, что я буду скульптором, и даже и не подозревал. Я знал только, что я действительно рисую, и что я буду поступать в художественное училище. Мама мне все хотела меня на архитектуру послать. Вот. Но я сказал: мама, сама будешь чертить. Попал на скульптуру случайно, потому что не доставало набора. Вот. А я сдал экзамены на графику. В 60-м году я поступил в академию и был уверен в том, что уже окончательно, что я буду скульптором. И поступал я на скульптуру к Бембелю. Не думал и не гадал, что где-то уже с 63-го года, что я, будучи студентом, участвую во всесоюзном конкурсе по Брестской крепости, уже стану коллегой Бембеля. И я получил диплом. Это было, конечно, величайшее счастье и величайший аванс. Но так в дальнейшем сложилось, что мы начали работать с ними по Кургану славы. Я не робел, не стоял по швам перед судьбой. Я, наоборот, мне казалось, что только в это время по-настоящему я взял судьбу за рога. Вот, потому что я тогда выиграл сразу всесоюзный конкурс в Алма-Ате панфиловцам. Я прекрасно осознаю, что без Бембеля я тогда ничего собой не представлял и не стоил. Но я прекрасно осознаю, что и Бембель без меня бы тоже не сделал то, что он тогда сделал. Курган славы, Брестская крепость и его многочисленные проекты монументальные, они показывали его уровень. Это целая эпоха для кафедры. Он один из старейших педагогов, профессор, лауреат премии. Ну, то, что я вкалывал, это факт. Вот я вспоминаю, мы ночами возвращались из проектной мастерской с Занковичем, Валентином Павловичем, топали по трамвайным путям, потому что уже трамваи не ходили. Подарок судьбы, что что-то свершилось. А, в общем-то, это далеко не подарочек. Это испытание. Это было сильное испытание. Вот в этой мастерской, я ее тогда только получил. Здесь не было вот этих полок. И стояла вот здесь эта работа большая. Вот мы ее делали. Я имею в виду не та, которая висит, а рабочая модель. Дом вот несколько раз пытались снять. И на одном из советов я даже высказал такое суждение. Я говорю: ребята, подождите, я скоро умру, потом вы снимайте. Но нельзя же при живом авторе снимать его работу. Ну, человек эпохи, когда монументальное искусство было востребовано, когда это работал так называемый план монументальной пропаганды, и он был востребован и на своем месте. У меня был замысел, я сознаюсь, это столпы белорусской культуры и истории женщины. Вот один реализовался, это Ефросинья, и реализовалась у меня Рогнеда. Ну, а тем работал сын над Софьей Слуцкой. Что может быть миролюбивее?
как женщина, которая является стержнем государства. Скульптор по-настоящему рождается с историей. Где у него сердце отзывается, где у него с чем душа, там и он увековечивает память. Потому что сама скульптура несет в себе нечто вечное, и она служит только этому. И если скульптуру снимают, уничтожают, то это снимают историю. Это вырывают странички истории. Всегда было ощущение очень большой гордости за него, за его достижения. И как бы на самом деле то, что установлено, то, что реализовано, это верхушечка айсберга. Я тоже, может быть, не все, но я, наверное, как никто, знаю, что там в глубине. Знаю, что там на полках пылится в мастерской. И знаю, через какие сложности, через какие творческие муки все это появлялось. Как много нереализованных идей, очень серьезных, очень, может быть, нужных в свое время идей, которые остались на полке. Вот. И, конечно же, через призму этого понимаешь, вот, что с каким грузом человек живет. Это как в семье дети, не родившиеся. Разве вот память прошла, оплакали и забыли. Если есть вот педагог, ну, то есть имя человека, который педагог, это и есть Анатолий Ефимович Артемович. 50 лет я отдал педагогической деятельности. Бембель оставил меня на кафедре. Вот. Я уже, как говорят, имею чин профессора. Після одного разу, коли поступав, чергового разу, коли поступав в інститут, ну, отримався завал. Не пройшов. Ніяку нехорошу відзнаку отримав. І от вийшли з майстерні, де ми екзаменувалися. Стою на коридорі, нечто таке, в розпачі некой, такой легкой. Виходить Анатолій Ефимович, став так тихо, глядить на мене, а потім говорить: Павел, не розстраюйся, у тебе є велике жадання поступити і здольності. І тому ты одолеешь эту профессию, поступишь, и у тебя будет все добро. Это были слова, которые я памятаю еще свое життя. Это было вельми важно. Я себя считаю очень честным педагогом. Мой вклад в развитие школы белорусской скульптуры, вообще в ее каком-то продвижении достаточно серьезный. Его принцип преподавания, это, конечно, больше идет такой монументальный такой подход. И, конечно, вот композиции и сама скульптура, то, что он сделал сам, и это все он, конечно, прививает и своим студентам. Вельми демократичні відносини, ніхто нікого не доводив до сльоз, як це часом буває при навчанні. Но були і спречки, відомо, як завсёды буває, але це було так, некую межу пристойности мело. В нем, мне кажется, есть момент такого, может быть, принципиального художника и очень такого доброго семьянина, потому что я давно знаю его детей, и вот его любовь к детям, к своей семье, я думаю, она, видно, и отражается и на студентах тоже. Он очень как-то бережно относится и всегда защищает их. Особенно это всегда видно на просмотрах. Это может быть даже слишком. Даже его присутствие в мастерской, когда он за нашими спинами сидел и писал свой блокнотик поэзию, даже это присутствие согревало нас, ну, по крайней мере, меня, буду говорить за себя. То есть согревало меня, что человек даже в момент педагогической деятельности находится в творческом каком-то процессе. При том, что он не был занят только собой, а действительно, когда надо было подойти и сказать что-то важное, и где были явные просчеты, ну, со стороны меня как студента, когда я лепил там обнаженную модель или что-то, он подходил и всегда четко
указывал мне, где надо добрать, где надо прибрать. Поэзия – это нечто большее для меня, чем просто стихи. Вы знаете, я совсем недавно только перестал с собой носить книжку записную. Она только у меня дома, и я там утром пишу, дома работаю. У меня есть столько этих уже книжек записных. Но я их всегда носил, в книжечку одну носил с собой, пока не спешу. Когда мне очень трудно что-то и очень что-то, ну уж так припечет что-то, я смотрю, моя рука ищет эту книжечку. Это отдушина. Вряд ли я буду читать эти стихи, которые уже там сотни книжек этих. Может быть, где-то сын, если его руки дойдут, сможет там перерыть все и взять лучшее. Но что там есть очень много правды и честности, в этом я не сомневаюсь. Я как бы по ходу поступил в академию на керамику. Но когда я понял, что, в общем-то, в академии вот именно лепки, именно скульптуры на керамике, на керамическом отделении мало, что там в основном идет процесс проектирования, что все это завязано на производстве. Вот это мне стало очень скучно и неинтересно. Так совпало, так случилось, что был недобор на скульптуре. Это был курс моего отца. И я досдал какие-то экзамены, показал рисунки, свои рисунки. Рисунок у меня всегда был достаточно сильный. И я перевелся. То есть это произошло как-то вот само собой. Это не было целью. Нельзя сказать, что как-то я к этому очень сильно готовился. Ребята, которые со мной учились, у меня была очень хорошая группа в академии, они были очень серьезно подготовленные. Многие закончили ту школу, вот где я сейчас работаю, гимназия, колледж искусств имени Охремчика. Они лепили портрет, они лепили фигуру, проходили всю методическую подготовку, начиная от кубика, через части лица, через череп. То есть это очень серьезный процесс. Меня это все миновало. Я пришел на скульптуру на первый курс сразу лепить портрет с плечевым поясом. Это как бы, ну, те, кто понимает, это очень серьезное задание. До этого я лепил только розетку. Пусть лучше он учится у меня, и я буду знать, за что я грехи искупаю, чем кто-то будет меня проклинать, что вот такой сын. Ну, сын мой замечательный. Это и хороший мастер, и творец, и писатель, и критик. Вот у него, то есть у него такая же палитра широкая, как вот у отца. У них нежные взаимоотношения, потому что, я знаю, у Андрея Ефимовича девочки, дочки, ну, то есть сын все-таки это продолжатель дела. Надо отдать должное отцу, он никогда не делал каких-то разграничений, что вот это мой сын, а это мои студенты другие, никогда меня не выделял. Я знаю, что он просил на первых этапах моих сокурсников, чтобы мне немножко помогали, чтобы они немножко вводили в этот процесс, потому что многие вещи для меня были запредельные, как построить каркас. И мне было очень легко в процессе называть его Анатолием Ефимовичем, дома называть папой. И все туда вкладывалось. Чтение, сказки, Дэнди, мама с ним играла. Папа, он еще голову не держал, в кульке был, завернуто, тогда было плотное пеленание, и очень был бурный мальчик, и его плотно пеленали, чтобы спал. Папа вот тогда уже вынимал ладошку его, совал карандаш и водил его рукой по бумажке и говорил: смотри, Ванечка, вот большая рыбка ест маленькую. И рисовал плывущих рыбки друг за другом, которые едят. Я же третий ребенок в семье, еще и сын. Ванечка спит, или там Ванечка пошел, там то-то, это. Вот я был окружен этим, такой любовью, таким каким-то подчеркнутым ко мне отношением. Хотя не воспринимал это как должное. У меня нету какого-то, ну, такого, может быть, кто-то другой это увидит, но мне не кажется, что как-то это во мне очень высокое самомнение там воспитало и так далее. Но вот любви, конечно, было много. И в первую очередь от отца.
Он всегда провожал меня в школу, он меня кормил завтраком. Это делал он, не мама. Мама работала на телевидении, и у нее всегда были монтажи. Всегда это вечерняя работа бесконечная, нам приходила и в 10, и в 11 вечера, и я уже часто и спал. Вот. А отец – это тот человек, который меня утром будил, который меня провожал, который нарезал мне картошечку по утрам, жарил. Он всегда был на нашей стороне. Даже мама была очень строгая, он всегда был на нашей стороне. Это была наша защита. Иногда мы даже спекулировали. Чуть-чуть, слегка в детстве. Но он был справедлив, и поэтому мне всегда казалось, что у него очень большие руки. За этими руками его справедливость, вот эти руки, они как-то всегда перекликались. То есть не только поощрение интонационное или голосом или словом, но еще и руками. Он мог взять за плечи, обнять. Ивану передались эти руки. Отец детства – это счастье. И много уроков. Много уроков, наверное, мелочей, из чего составляется любовь. Любовь составляется из внимания, любовь составляется из заботы, из чашки чая, из встречи около детского сада, из прогулки в выходной день рано-рано утром по осенней листве. И не наступай, посмотри, какая красота. Мы как-то всегда были очень едины. То есть всегда у нас были общие какие-то праздники. И общие посиделки, и делились какими-то своими мыслями, своими переживаниями, просто были рядом друг с другом. Они все дружные, они друг друга любят, они друг друга поддерживают, они друг друга спасают, прислушиваются. Да, все разные, все занимаются абсолютно разными делами, абсолютно разной какой-то, у всех разные профессии, но никто никому не мешает. Никто ни во что особо не вмешивается. У него была очень красивая композиция, очень красивый эскиз, который мне всегда нравился. Он такой на лирическую тему. Композиция называется «Планета». Это сплетенная в единое целое, как в земной шар. Мужская и женская фигура. Это и любовь, они обнажены. Причем там нету никакой пошлости, нету никаких откровений, то есть там развернуты к зрителям спины, склоненные друг к другу головы. Вот она меня как-то всегда очень трогала, эта работа, наверное, потому что она довольно резко отличается от всего того, что отец воплотил. У него социальные образы, у него исторические образы, они суровые, они наполнены какой-то такой, каким-то пафосом. Я подумал, что было бы хорошо ее, конечно, воплотить. Был выбран нами материал, фибробетон, это очень легкий, пенопластовая основа, оно и прочное, и, честно говоря, человек, который не знает, как это сделано, уверен, что она тяжеленная, что это бесконечно много усилий. Но на самом деле она была сделана практически за 3 недели от и до. Каждый день мы работали. Я, конечно, в большей степени, он больше как куратор, так помогал своим каким-то мудрым советом. Это его авантюра, это действительно авантюра, потому что в кратчайшие сроки он сделал эту работу, и я даже почти не притрагивался к ней, за исключением одной спины чуть-чуть. Это очень большая была авантюра, что, конечно, эскиз лучше, что мне не удалось так быстро это все передать легко и быстро, как мне хотелось. Все эти тонкости, все эти нюансы и то нежные чувства, которые в этом эскизе есть. Но, по крайней мере, работа стоит, и сейчас она находится возле Центра современных искусств. После защиты диплома, я считаю, почти на равных. И дело в том, что я очень ценю личность художника, его самобытность, его неповторимость. Ведь это совсем другой Артемович. Это я, но не я. Папин дом сейчас – это счастье 2 художников, которые абсолютно друг друга понимают, потому что один научил второго. Много-много художников в доме – это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, это очень сложно, потому что у всех свое мнение, у всех свое видение, у всех что-то, надо находить постоянно компромисс.
кто-то что-то делает. Ну, а с другой стороны, это все очень хорошо, когда ты делаешь работу, есть с кем проконсультироваться, есть с кем посоветоваться. Отец очень помогает, отец помогает и советом, и делом, и проконсультирует, ну, вот опять, и проконсультирует, и что-то покажет, и поможет даже с практической точки зрения. Да, он педагог, он до сих пор ему что-то где-то как-то объясняет, что-то они вместе делают. У меня прекрасный соратник мой, сын Ваня. Вот мы его в частном Федерация профсоюзов Белоруссии поддерживает. У нас проект по памятнику труду неплохой, он котируется. Я не отказываюсь никогда от предложений. Любое предложение – это возможность. И это дало мне возможность попробовать в свое время и песчаную скульптуру, и ледовую скульптуру, и поучаствовать и в международных пленэрах по камню, и в Беларуси не в одном пленэре, а во многих. Вот. Это все очень интересно, это позволяет расширить свои границы, понять, что современная скульптура, она многогранна, многолика, и нельзя ограничиваться какими-то привычными нам такими устоявшимися формами. Сегодня надо жить сегодняшним днем. Лед, он кажется такой эфемерный, да, растаял и все, и действительно какое-то баловство. Наверное, вот старшее поколение, и я чувствую даже нотки какие-то, когда с отцом разговариваю на эту тему, он к этому так относится. Но сегодня вот виртуальное пространство, в котором продолжают эти работы жить, оно как раз говорит о том, что все это очень серьезно, и работа, которая растаяла 10 лет назад, а продолжает жить в виртуальной среде, и люди продолжают ей восхищаться и смотреть, и листать эти фотографии. То есть вот неизвестно, что иногда бывает, неизвестно, что серьезнее. Ну, те вот работы, то, что Ваня делает, они интересны тем, что это уже новый взгляд на скульптуру, на пластику. Ставилась задача создать парк как единое образное пространство, наполненное вот произведениями пластики, которое может дополняться, потому что парк, скульптура – это вообще живой организм. Его нельзя сказать, что вот мы сделали 20 работ, поставили, и вот парк. Нет, оно должно развиваться, оно должно наполняться, какие-то вещи могут убираться, какие-то появляться новые. То есть это пространство, пока оно живет, вот пока оно развивается, живет парк скульптуры. И до тех пор он будет востребованный, интересный и для горожан, и для туристов. Потому что, ну вот поставили случайно, эти работы стоят в сквере Янки Купалы, да, в парке Янки Купалы, того еще пленэра 89-го года. Но они не представляют, несмотря на то, что они очень интересные, каждая сама по себе работа, они не представляют собой какого-то явления, какого-то целостного. Не сформировалось вот такое вот цельное пространство, наполненное произведениями, которое можно было бы назвать парком скульптуры. Но я думаю, что к этому потихоньку все идет. И, собственно, вот моя исследовательская работа, которую я вел в качестве аспиранта в Белорусской академии искусств, она как раз этой проблеме посвящена. Это, наверное, такое желание говорить о том, чего еще нету пока, но очень хочется. Научная работа, конечно же, занимает очень много времени. Творчество – это вообще игра. То есть, если ты не играешь, если ты как бы относишься к этому всему, нахмурив брови, как к чему-то такому, что вот, ну, тогда, наверное, когда теряется вот этот вот и момент игры, тогда и пропадает вот какая-то искренность, какая-то легкость. Счастье за молодыми, которые еще могут что-то внести, оставить. И я хочу им сказать: будьте честнее. Вот это очень важно. Честнее перед собой, перед своим творчеством, перед своей любовью, перед своим желанием. И тогда, может быть, будущее вас спасет.